Всемирно известный режиссер Стивен Спилберг говорит, что быть режиссером – это все равно, что проживать множество жизней. Именно по этой причине люди и ходят в кино. А актер Киану Ривз считает, что удовольствие от работы не зависит от жанра. Это зависит от того, с кем ты работаешь, какие отношения складываются с актерами, с режиссером и с материалом. Это мнение двух выдающихся людей из мира кино. А вот что по этому поводу думает наш якутский режиссер Александр Лукин, за чьими плечами такие успешные фильмы, как «Государственные дети» и «Белый ангел тундры», узнаем и у него лично, и у его самых родных и близких людей. Например, наши герои Александр, его мама Марфа Николаевна и бабушка Айталы Ефремовна считают, что лучший режиссер в мире – это, конечно же, сама жизнь. Почему-то у меня вот запомнившиеся дни, они вот именно в моменте анализа. Почему-то с детства любил вот именно иногда уединяться. Настоящий я – это тогда, когда я сам собой. И поэтому были даже такие времена, когда я сбегал со своего дня рождения. Я помню, вот как я убежал, добежал до леса, лежал, смотрел на облака. Вот, общение с собой, анализирование вот, всего происходящего. Когда мне чуть-чуть становится грустно, я вот вспоминаю именно со своего детства, когда я вот лежал дома в Намцах у бабушки с дедушкой. Это послеобеденное время, после 3, когда бабушка закрывала шторы. Через эти зеленые шторы пробивался солнечный свет. Я лежу на диване и тоже что-то анализирую, там, о чем-то думаю, фантазирую. Дедушка был очень творческий такой человек. Ну, дедушка вложил в меня, он всегда мне покупал цветные карандаши, пластилин. У меня в детстве был какой-то такой мир, который я вот сам себе создал, и мир, который подпитывал мой дедушка. Вот это какая-то, я не знаю, такую создавал творческую среду, в котором я вот рос. И у меня всегда в детстве, я помню, у меня очень было такое богатое воображение. Я помню даже, вот я совсем маленький. Дедушка меня поднял, и вот мы подошли к окну над дорогой, там облака такие, и он мне показывает, вот смотри, вон клоун, и у меня вот, пум, какой-то вот это, какой-то взрыв такой фантазии, и я вот разноцветные вот эти, прямо вот этот парад этого видел, цирковой парад, там слоны, там идут, и я до сих пор вот вспоминаю, и у меня уже как будто вот по-настоящему я видел там эти слоны, этих клоунов, такой прямо этот карнавал. Да. Дедушка научил меня сидеть на лошади верхом. Всегда возил, каждый раз мы ездили в Модуцы, это деревня, где он родился, вырос у родственников. Там они держали лошадей, и мне вообще с детства очень запало вообще сидеть. Я очень полюбил лошади, до сих пор у меня прям страсть к этим животным. И первое, когда я вот помню, совсем тоже маленький, наверное, был, он меня посадил на лошадь. И вот это прям это незабываемое впечатление, когда ты сидишь как высоко. Да, и после этого я до сегодняшнего дня всегда, когда вижу лошадь, мне прям хочется на нее подняться, поскакать куда-нибудь. Вот во время съемок фильма «Чингисхана» я вот тоже участвовал на проекте у Андрея Савича, был помощником режиссера, ассистентом. Объездил всю Среднюю Азию, Туву, там, Алтай, Хакасия. И вот там я прям вообще с лошадью слился, так скажем. Однажды, когда первые съемки Чингисхана начались, с Андреем Савичем приходим, всех собрали этих коневодов, челгачи их называют, СЛГ. По их челгачу всех собрали. Я Андрею Савичу говорю, пусть мне дадут лошадь, я буду командовать с лошади.
только, пожалуйста, чтобы она была мягкая, чтобы не брыкалась. Хорошо. Это мой помощник Александр. Дайте ему хорошую лошадь. Он будет вами командовать. И вот мне дали хорошую лошадь, необъезженную, двухлетнюю, которая только-только ее на нее седло посадили, брыкается. И вот я тогда прям, вот то, что заложил мне дедушка, вот, сидеть наверху, я вот как сяду на лошадь, я совсем становлюсь другим человеком. А потом были съемки над фильмом «Тыгын-Дархан», где Александр был помощником режиссера Никиты Аржакова. Работая над этим проектом, огромный опыт получили и сам Саша, и вся его семья. Саша, значит, вечером приезжает, ему дали такую привилегию только домой приезжать, так вся съемочная группа ночевала там, да, и он приезжает и молчит. Ну ладно, неделю молчит, 2 недели молчит, 3 месяца молчит. Ну что такое-то странно, разговаривать не хочет или что, домой приходит, молчит и спит, потом обратно уезжает. И потом, значит, один раз он говорит, тут, значит, клич по всему Якутску уже бросили. По всей республике. По всей республике. Кто хочет на съемки, давайте там это, да. Собирается массовка собирается. 4000 и сколько там человек? 5000 человек должно быть. И мы, значит, семьей решили поддержать, конечно, сына. Да. Ага. И приехали. Значит, бабушка тоже была. Ага, бабушка тоже. Бабушка вообще ходила у нас несколько... Всех собрала. Да, всех собрала, и мы приехали. Сардана в это время, значит, беременная вторым сыном, значит, ага, и маленький ребенок. Значит, мы приехали. Хотим посмотреть, значит. Что же он там Да, делает? что же он так делает, что он прямо только спит и молчит, да, после работы. И приехали. Там, значит, стоит толпа, и все встречают. Вот ты тогда на лошади был. 3500 массов. Да, ага. Они на лошадях взъезжают, и вот тут расступается, значит, толпа, и лошади так въезжают, да, сюда, в этот. И я смотрю, Саша то тут, то там, и он с рупором то там кричит, то тут кричит, на лошади прямо, да, вижу, что у него прямо эти космы разлетаются, ага. И потом я поняла, говорю, вот, оказывается, какая-то сложная эта работа. А мы-то хотели бы домашнее слышать, чтобы он с нами ля-ля-ля тополя, оказывается, вот. И тогда я поняла, что как сложно, конечно, это сложно, да, управлять 4-5 тысячами людей, да, чтобы получить один единственный кадр, да, там 3 минуты, 5 минут, да. Снимали. Да. Мы и это лежали, так... Бесконечные дубли. Если лошади вот так ведут, а наши руки вот так... Это встречают. И боимся. Просто этот кричит. Лежать! 10 раз они снимали. И в это время Сардана вот ровно с мамой, беременная животом, уже почти на последней, она лежит и говорит, бабушка, отползаем. И они так тихо из этой сцены ушли. Кое-как ушли. За вас, оказывается, это дубли. Дубли испортили. А потом поехали на машине и заблудились. Целый час искали, где наша дорога. Байки с участием всей семьи в фильме до сих пор вызывают и смех, и слезы. Есть у Лукиных и еще несколько интересных историй. И первая из них связана с тем, как Саша впервые взял в руки видеокамеру. Был такой интерес к видео творчеству, скажем, там, к передачам, к маленьким, наверное, мини-фильмам, к мультфильмам даже. Потому что, в то время, помните, в 90-е годы очень было развито улусное телевидение. Там, да. Практически во всех селах, во всех центральных улусах были свои телевидения. И вот наши передачи, которые мы снимали вот с ребятами, они транслировались. Мы каждую неделю транслировали свою передачу, и они были разные, вплоть до ток-шоу по заказу администрации. Саша начал сам снимать, такие домашние эти, да, зарисовочки делать начали они. Он организовывал у себя в комнате
снимал клипы. Клипы снимала, снимал ага. Мультики снимала, снимал ага. передачи. Передачи. И Саша сам вот стоит с этим, с камерой и перед зеркалом пел там, и сам себя снимал. Он И- еще снимал скрытые камеры. скрытые камеры снимал, да, тогда у него это вообще было трэш свой. Вот он с камерой вообще уже постоянно начал, да, Саша? И в 9 классе, когда он учился, у нас там был детский центр в Намцах, и, соответственно, директор детского центра Тихонова Зинаида Алексеевна, ага, она его пригласила для того, чтобы они с детьми мультики снимали. В 9 классе он уже работал преподавателем в детском центре, да. С того момента, да, Саша, вообще уже как бы... Более самостоятельно. Я уже сам для себя начал покупать. Ага, что-то, ага, да. Деньги были, какие-то личные, работа была. Такая предприимчивость перешла Александру от деда Николая по материнской линии. Именно он обладал такими качествами, как инициативность, активность и смелость. Курс киномехаников окончил, и его отправили в Аллахын на прииске, где тут золото копали. И там нас на землянке. А у нас дочка 9 месяцев только. Потом мы одну бабушку встретили, и она говорит, как так будете с маленькой жить зимой, говорит. Приезжайте ко мне. И мы к ней приехали. Все время в участке он ездил. Утром рано уходит, и вечером ночью по участкам кино показывал. Я вот тоже хочу как-то провести такую параллель, да, что все-таки у Саши, наверное, осталось вот в генах где-то заложено, что все-таки вот через камеру, вот через будку эту, да, маленькую смотреть на мир, это вот, наверное, от дедушки у него заложено, да. И потом он, после того, как он отработал вот в кинотеатре, то поступил он, тогда районные газеты были, да, Ленин Соло, и он устроился фотокорреспондентом. То есть опять, да, тут какая-то параллель пошла. Потому что через призму фотоаппарата дедушка его смотрел на мир, да, и, в принципе, он очень любил фотографировать. У нас очень много-много фотографий детских, да, и каждая фотография со своей историей какой-то, да, и у нас, например, очень много фотографий постановочных было, папа фотографировал. Помнишь, мама специально выводил во двор, потом, значит, нас всех снегом облеплял сверху, да, и мы такие, мы-то девочки, мне не нравилось, например, я всегда смахивала этот снег с себя, да, но он вот видел так. И эти фотографии есть у нас до сих пор, да, мы смотрим на них. Я была самая старшая дочь, и после меня, значит, еще 4 детей. Когда я в школе училась, я была очень активисткой, да, сильно активная, да. Что иногда бывало, что мой активизм уходит в школу, и вечером только, даже после мамы с папой приходила. Училась я в школе, кстати, тоже хорошо, но при этом у меня поведение было... Да, мама? Не очень. Даже в каком-то классе, в 5 или 6 классе у нас был такой случай. Значит, весна. Говорят, будет спортивный конкурс, и там надо вот так вот. Берете доски и бросаете, и по этим доскам бежите. С доски на доску, да, весна, грязь, да. И, значит, мы, недолго думая, в классе, это был 5 класс, наверное, да, берем 2 учебника, попадается геометрия и алгебра. А у меня? Я стою с этими 2 учебниками и начинаю бросать. И начинаю бросать и прыгать с учебника на учебник. Все уже прыгали. А я осталась. Вот стоит. И в это время открывается дверь, и появляется Акимбетова Анна Федоровна. Это было что-то самое строгое. А когда она увидела, что у меня под ногами алгебра, ей вообще плохо стало. И, соответственно, вызывают родителей. И меня на педсовете говорят, уже в 5 или 6 исключение из школы.
Потому что это неуважение к преподавателю. хулиганство. Это хулиганство. Это неуважение к предмету. Не только к предмету, но и к самому учителю. Мгм. Ну, это было как-то урегулировано. Ничего себе, как такие подробности. Да, Я ну сижу, вот видишь, узнаю, да. а оказывается, я вообще даже не знал о таких. А от меня еще требовали, да? В детстве. Ничего себе. Вчера дальше, давайте. Такой же шаловливой непоседой в детстве была и мама Марфы. Маленькую Айталы часто брали с собой на работу ее родители. Девочке в какой-то момент становилось скучно, и вот тогда-то она и начинала шкодить. Я родилась в Намском районе, в Бетине. Родители у меня были сельские учителя. Папа Сипцев Ефрем Степанович, Аллан-Бюре. Родился он в Красной деревне, Катын-Ары. А мама моя, Харитонова Марфа Николаевна, она родилась в Атамай. Сейчас горный улус. Нас было 7, 3 сына и 4 дочери. Мама преподавала, а я тогда маленькая была. Училась. И все время к ней ходила, в класс ходила, и все и ручки, отбирала у всех, и по голове ударил всех. А потом говорят, кричат, папа идет. А я самый последний парту. Под парту. Влезаю, а папа выходит, заходит и прямо меня вот За шкирку. на улицу. Тогда это ни детсада, ничего не было. И опять я иду по деревне, где дети вы там и остаюсь там и играю. Потом папа приходит, меня забирает, а завтра я уже забываю. Опять. По деревне По искали. деревне опять исчезаю. У меня мама обучалась, когда она была молодой, землеустроительству, но при этом землеустроителем ни 1 год не проработала. Она вот после училища родила меня и, соответственно, сидела. Потом она у меня переучилась на медсестру. Тогда вот Красный Крест, 60-е годы, Красный Крест здесь в Якутии обучал медсестер. И, соответственно, она обучилась вот медсестре. И почти 40 с лишним лет она проработала в Намской районной больнице медсестрой. Хирургического отделения, детского отделения. Марфа Николаевна тоже, как и мама, решила посвятить себя медицине. И так я поступила на фармацевтический факультет и проучилась там 9 лет, изучив при этом 13 химий. И я 7 лет проработала в аптеке, доработав до заместителя заведующей аптеки. Я перешла в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. И мы там, я вот уже 21 год я там работаю. На данный момент сейчас я уже работаю контрактным управляющим территориального фонда обязательного медицинского страхования. Но при этом я для себя открыла вот нынче, вернее в 22 году, в сентябре, преподавательскую деятельность. Я преподаю в медицинском колледже на отделении фармации, организационная деятельность аптечных учреждений преподаю. Очень мне нравится и думаю, что после завершения работы я хочу все-таки в этой стезе продолжить свою работу, ну, как бы, да, передавать опыт студентам. Со студентами работать очень хорошо, мне очень нравится. Такой серьезной и деловой Марфа Николаевна была не всегда. Поскольку все мы родом из детства, то много формирующих моментов происходит именно в эти годы. Курьезные случаи есть, пожалуй, в каждой семье. Вот и у наших героев нашлась еще одна смешная история. Я вообще на самом деле с малолетства танцевала, посещала, значит, в клубе у нас был кружок танцев. Ага, и в 9 классе, значит, конкурс какой-то, ага, и я танцую хеджи, значит. А жара такая на сцене, жара такая. Она поет, Я пою и танцую, прыгаю. Он же такой повторяет, мама. Ага, ага. И в 10 классе она вот Упала в обморок прямо обморок после этого. После этого, от того, у кого перенапряжение. Перенапряжение. Но на самом деле мы очень такие волнующиеся, да, Саша?
тоже. Это в крови, Да, это в крови. было. Вот сидит. Начало, вот она сидит, да? Это у нас бабушка, если... Бабушка постоянно, каждый раз падала в обморок. В обморок, ага. В любой ситуации. Это как... Есть же вот такие эти насекомые, жуки, когда что-то такое страшное, они сразу ложатся, и у бабушки у нас тоже в детстве. Я помню ее, постоянно я ее пугал. Нет, даже не пугал, он специально. предупреждал Я еще. Бабушка, сейчас я лопну шар, говорит. Давай. Тыш! В обморок падает. Бабушка, смотри, я птичку поймал. Одна. Отпускаю. Я опять. Помню всегда, вот это, сестры подбегали с тетрадками. Бабушка у нас очень нежная. Дедушка ее очень лелеял. Она даже ни разу в магазин У нас не когда- ходила. В когда магазин ходил только дедушка. дедушка. Она до сих пор, наверное, не знает, сколько стоит. Стоила тогда. А тогда хлеб, там сахар. Да, литр молока, она не знает, сколько килограмм мяса. У нас дедушка был такой, дедушка да. очень любил нашу бабушку. Поэтому, когда у нас дедушка умер, конечно, для мамы это был стресс. А так вот дедушка у нас сам с Мадуцев, да, тоже с Намского района. Он у нас и гармонист, и балалаишник, и мандаринчик. Первый парень на селе. Да, первый парень. У него такой чуб был, такой красивый. Кудрявый, да, мама? Ага. И вот они высокие. Ага. Плечистый, красавец. Красавец был, да. Когда Этала Ефремовна вышла замуж и на свет появилась первая дочка, то папа назвал ее в честь своей мамы Марфы. Полная тезка своей бабушки оказалась хоть и смышленой и шустрой, но немного капризной. После школы была такая-то школа производства ВУЗ. И вот тогда вот меня вызвали комитет комсомола, райком комсомола тогда назывался, и говорят, вот ты, даже не Марфа Дьяконова, Фуся Дьяконова, ты внучка прославленного поэта и должна быть патриотически настроенная. Ты должна обязательно поехать в совхоз и работать дояркой. Да. 2 года. А тут, значит, у меня дедушка тоже свою, вот всегда он очень гордился тем, что он являлся красным комиссаром где-то Ланбюре, да, он восстанавливал советскую власть в Булуне, и он очень этим гордился, и поэтому как-то они вот на меня надавили, на мою тоже патриотическую эту, да, и, соответственно, я после школы поехала работать в совхоз имени Амосова, и самая первая графа в моей трудовой книжке это была «Доярка совхоза имени Амосова». Вот. Это вы подводите к моему рождению? Да, это мы подводим к твоему дню рождения. Да, подробности сегодня... Сегодня 2 столько часов не подробностей. хватит, да? Да. Ага. И самому интересно. А потом, получилось и так, что я была избалована, да, мама? Немножко такая капризная была, то, что вот хотела, мне надо было сейчас. Хотела или то Да, должна. ага, должна. И Плачет всё время. да, и очень я Плакала плакса такая была. Папа с мамой, значит, приехали в гости туда, это 33 километра от Намцев, через 6 месяцев. Через ага. 6 месяцев. Мгм. Я сказала, я еду с вами обратно. Я не буду здесь оставаться. плачет, да. Ага. И, соответственно, конечно, меня родители собрали, посадили в котомку и увезли обратно. Мгм. Ну и тут начинается, значит, уже поиск работы, да, ну куда, что я буду сидеть, деваха большая, да, здоровая. Я работала тогда руководителем в клуб при педагогическом училище. И тогда же в педучилище возвращается с армии Сашин папа. Да, да. И у нас тут закрутился, завертелся роман, но с Сашиным папой, получилось, что мы расстались, и, соответственно, я вышла второй раз замуж, да, и вышла... Тогда я стал Лукиным. Да, и тогда Сперва я был Шапошниковым. Шапошниковым, ага. А потом когда мы поженились, он стал Лукиным. После Саши у нас 2 дочки. Это, значит, Анастасия сейчас у нас в Калининграде и Екатерина, она здесь в Якутске. У Саши папа в свое время очень хорошо пел.
отец. Отец, да, ага, родной отец. Ага. Его пел и играл здесь, вот в Якутске на гитаре. И он всю жизнь с этой гитарой так и прошел по жизни, да, с гитарой. Потом, значит... У них еще была группа, и Да. в 80-х, 90-х годах она здесь была Якутск, очень известная. здесь в Якутске. Сергей. Сергей назывался. И он там пел. Он пел, на гитаре играл, он и барабанщиком был. Ага. Очень интересно, сейчас мой сын маленький, он любит барабанить. Никто ему и не учил, а он берет вот это, собирает, играет у себя в комнате, собирает какие-то вот мисочки и начинает барабанить. А я же просто Барабана вообще нет. Да. удивляюсь. Ага. Потом вот Саша отчим, он тоже, у нас тоже по жизни всегда была гитара дома, да, мы всегда пели сами. Вот когда Настя росла, она на якутском говорила. И папа, вот я помню, папа ее, значит, мучает и говорит, ты энцахагандуню-чанду, она говорила. А мы с Володей, с мужем, разговариваем на русском языке, а с детьми почему-то мы на якутском говорим. И она говорила, мама, мучалыгин, это ты как с мамой, папой разговариваешь или как со мной разговариваешь? Мика, папа, ты мучалы. И не могла определиться, то ли она русская, то ли она якутка. Например, в детском саду за ним приходит обычно звонок такой трень. Все дети подбегают, и я так открываю дверь, они открывают дверь, я смотрю. И он так поворачивался и говорил, и я домой, да пошла-то. И уходил такой гордый, что за ним мама пришла. А в 90-е годы было же время, когда ты это говорил. Все, с сегодняшнего дня дома разговариваем на русском. Я пел Тоюк, играл на хомусе и заводил осухой. И даже было то, что я, по-моему, в 3 классе сам написал осухой, и в школьном исыхе я вот был запевалой. Даже не подозревал, что я как-то, моя жизнь как-то свяжется с музыкой. Но поехав учиться в Ленинград, в Санкт-Петербург, я очень скучал по своим родным. Тогда я начал писать стихи. И со мной в комнате тоже жил Алексей Попов. Он был старше на меня 10 лет, и он умел играть на гитаре, у него была гитара. И как-то я один раз его попросил научить меня. Он мне показал несколько аккордов, я уже на завтра сидел трынкал, а на 3-й день учебы на гитаре, сам учился, я уже переложил вот стихи на песню. И начал эти стихи петь под гитару. И уже между нами, между студентами, там какие-нибудь посиделки, такие студенческие вечера обязательно просили меня спеть. И с тех лет я не расстаюсь с гитарой, гитара всегда со мной и пою. Смотри, как зелено вокруг, как ярко светит солнце. Перед родной тундрой, друг, я за тебя в ответе. Косые хлестани дождей, туманные засады. Комочком тепленьким тебя возил я вслед за стаей. И яңар, хымынар күн хайоке. Яңар, үңе пытетлеп. Песня про маленького щенка на юкагирском языке. И, конечно же, друзья, коллеги, которые работали в кино, они... это естественное предложение поработать композитором. Я вот в нескольких фильмах у Сюзанны Оржак работал. Очень во многих фильмах я исполнил саундтреки.
Ну, в нескольких этих проектах, именно еще и не только как композитор, но и в качестве исполнителя горловых песен. То, что пел, да, это можно сказать, что это мой папа, он очень хорошо пел. Он и тоюк пел, да, мама? Горловое пение у него Один очень из хорошее первых было. пел горловое пение, когда здесь никто даже не знал о горловом пении. И вот мне рассказывала вот, Алена, сестра моей мамы, моя тетя, получается. Вот впервые они в Намцах, он вышел выступать и решился спеть на общую на публику горловое пение. Выходит, Антон и затягивает. И весь народ начинает от души смеяться. Прям все. Даже бабушка смеялась. Всем детям стало стыдно, его детям. Ага. А вокруг люди говорят, это как он так отрыжкой поет? Отрыжкой поет. Никто не понимал. И все равно почему-то интересно вот горловое пение. Я тоже всегда слышал, как дедушка поет горловое пение. Он очень рано просыпался, где-то в 5 часов утра. Я спал, но между вот сном я услышал, что он там трясет разными мисками, там что-то кастрюлями готовит там и поет вот это горловое свое пение. Когда я вспоминаю, как я рос под их крылышками, как под горловые пения моего дедушки, как-то все вот это, мне вот детство, оно рисуется вот в одном каком-то объеме. Сейчас на данный момент вот семья, которая вот от мамы, от папы, Род. да, мы называемся джирялер. Это дедушка у нас, когда был молодой, он был очень настырный. Ну, такой, да, то, что сказал, то обязательно должен сделать. Джирялген – это называется, когда вот трава растет, молодая трава, вот она же Несмотря тянется к солнцу, и вот по-якутски называется джирялеген. И поэтому его называли джиря. И его думали то, что он родился мертвым. Мертворожденный. И вынесли в террасу, и уже то, что он мертв, а оказывается, он оказался живой. И вот такая вот жизнь, такая из маленьких тонких нитей состоит. Как дедушка в свое время тянулся к жизни, так и Саша с малых лет стремился к знаниям. В августе ему 6 исполнилось, его взяли в 1 класс. И сказали, ну мы за ним посмотрим, понаблюдаем. Если ему совсем будет не очень тяжело, то мы его как бы обратно в детский сад отдадим. Но при этом Саша как бы остался, да? Дедушка встала. В 1 класс его на санках возили. Да. В августе 16 исполняется, и он поступает в 16 лет в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. 16-летний, совсем такой прыщавый, маленький мальчик уехал в такой большой город сразу, да. учиться. Сам один. Да, практически сам один. Конечно, было в первое время как-то не по себе. Кстати, когда я вот в университет поступил, приезжаю в учебное заведение, и вот меня заводят в аудиторию Игоря Федоровича Масленникова. Специальность игровое кино. Это самое престижное, самое дорогостоящее. И вот заводят меня в аудиторию, там оказывается Игорь Федорович впервые взял такой курс. Самому младшему было 32 года, а самому старшему было 54. Там турок же был. 54 года. Турок было. И, вот такая возрастная 45, 48, а мне вот, представьте, 16 лет. Ему И заводят в аудиторию, а я еще надел прямо вот в первый день этого присутствия в этом университете, я надел свой костюм белый, который я носил на выпускном. Он еще был такой в крапинку, какой-то блестящий. И еще как-то он на мне сидел, как-то не так. Весь прыщавый. Стою, 15 лет мальчику, 16 вот вчера буквально исполнилось. Да. Игорь Федорович смотрит на меня и просто не понимает, что вы мне сюда принесли? Что-то такое. Что такое?
как снег на голову такой. И он мне дал 1 год на проявление себя. На себя. Я даю вам 1 год. Если не проявите себя, в следующем году мы с вами распрощаемся. Ну, я, конечно, И так принципе, хорошенько так 5 лет, 5 лет 5 лет проучился. проучился. Был одним из лучших. У нас Игорь Федорович каждый год проводил такие соревнования между студентами. Он, понимаете, в студенческие годы всегда денег не хватало ни на еду, ни на это. Ни на одежду, ни на поразвлекаться. И он эти конкурсы устраивал, и победителям он давал денежное вознаграждение. Я практически, 3 раза, 3 года Выигрывал. Выигрывал. 2-3 тысячи рублей. Это было для студента большим подспорьем. Когда я приехал после учебы, у меня самостоятельного фильма не было. Я в основном работал ассистентом режиссера, помощником режиссера, вплоть до операторов, композитором был, монтажером был. И в какой-то момент мне как-то навалила такая депрессия из-за того, что я же все-таки учился на кинорежиссера, и почему же я практически на протяжении почти уже 10 лет, и я до сих пор не приступил к своей собственной картине. И благо все так сложилось, то что как-то судьба мне открылась, возможно, я очень хотел и просил. И появилась возможность именно приступить к работе. Первая моя осознанная такая большая своя картина, это была «Государственные дети». При написании сценария с 2 сторон была инициатива. Это со стороны Сахафильма и со стороны Намского ВУЗа. У них были 2 других сценария, и только они были похожи. Это была тематика военных лет, Великой Отечественной войны, тематика тыла и тема беспризорных детей. Но в Намском ВУЗе у них был чуть другой сценарий, и у Сахафильма была идея. Но темы были очень похожие. Я решил их познакомить, и 2 проекта слить воедино и наоборот, удвоив силу приступить к этому проекту. Конечно, слияние произошло, мы начали уже, но очень большой вопрос стал именно в плане сценария, как мы будем писать. Очень мучился, очень долго у меня рождался. Я очень хотел снять этот фильм. Однажды все уже устал от сценариев, устал от этого, и мы живем за городом. Я забрал маму по дороге с работы, едем на машине, я ей рассказываю историю. То, что есть такая история, так, беспризорники, дети, и пропадает в селе припасы, кто-то забивает лошадь, ночью раздает голодающим. И у мамы сказала, дети сами помогают, да? У меня даже до этого не было. В мыслях даже не было, то, что это дети делают. Могут дети делать. И потом я так озарился, но, конечно, маме не сказал. И у меня сразу такая мысль пришла, и считай, мама, она сделала такой толчок к моему первому художественному фильму, именно в плане идеи. Мама у меня очень мудрая. Иногда дает такие советы, что даже я обязательно, конечно, ими. И сейчас в любое время, в любой ситуации я пользуюсь этим девизом. Это все, что случается, все к лучшему. Действительно, жизнь диктует свои правила и рано или поздно приводит к тому, чего не миновать. Это касается и работы, и личной жизни. Так, Александр безумно рад встрече со своей женой, с которой, к слову сказать, они вместе работают на якутском телевидении. Она приехала с учебы, попались в одну компанию, разговорились, и мне как-то очень не хотелось ее, с первого же дня не хотелось ее отпускать. Как-то и на завтрашний день сразу я с ней встретился. Как-то разговор у меня с ней очень такой открытый. И как-то чем-то она напоминает мою маму. Такая веселая, жизнерадостная. У него красавица дочка, Юлечка наша, 7 лет, нынче в школу пошла. И наш малыш, который говорит, я не малыш.
Тимур Лукин, да? Как папа он, конечно, состоялся. У меня от первого брака есть сын. Гоша. Это я еще в студенчестве познакомился с девушкой, и у нас родился сын. Но после учебы так сложилось, что мы с ней разошлись, и сын остался у нее. Тогда вот это расставание с сыном для меня было самое больное, наверное. Очень долго не мог прийти в себя. Нырнул в работу, наверное, в то время уже начался и кинопроект Чингисхана, и разные кинопроекты. Я был постоянно в разъездах, в отъездах. У меня в каждом этапе взросления они бывают такие знаменательные дни, которые остались в моей памяти, которые вот, когда я вспоминаю о них, они дают мне тепло, как-то окрыляют, дают энергию, силу. То, конечно, это всегда связано с моими родными. Это мама, которая очень долго училась на протяжении 9 лет. Каждое расставание для меня это было трагедией. И каждая ее встреча, каждый ее приезд для меня это был самым счастливым днем. И мама, папа, поддержка, это все-таки было вообще неимоверное. Очень с благодарностью, например, с высоты моих уже прожитых лет, я с благодарностью своим родителям говорю, что вы из меня сделали человека, да. 60 лет я могу это сказать. Мои дети все с образованием, все работают. Я очень горжусь своими детьми. Конечно, когда выпадает такое время побыть рядом со своими родными, это дает для меня очень большие силы. Говорят, что лучше иметь плохой сценарий, но чтобы над ним поработал хороший режиссер, а не наоборот – хороший сценарий, плохой режиссер. В нашем случае все совсем по-другому. Александр Лукин – прекрасный режиссер. В его жизненном сценарии все артисты – это самые близкие, родные и любимые люди. Вместе они пишут свою большую семейную сагу. И кто знает, может, когда-нибудь наш герой снимет о них свой фильм, в котором главную роль сыграет его ангел-хранитель – мама. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.